Автосервис «Норма». Диагностика и ремонт ходовой, замена узлов и агрегатов, сварочные работы, услуги подъемника и пресса, внедорожная подготовка автомобилей для охоты и спорта, пескоструй, очистка по технологии мягкий бластинг. Мы находимся на Сергеляшском шоссе, 4-й километр, перед медцентром. Так, прошел спринт, я переоделся. И сейчас готовим автомобиль уже к следующему этапу GPS-ориентирования. Соответственно, будут даны определенные координаты, большое количество точек, которые нужно будет взять. Для этого нужна хорошая навигация. В нашем случае это прибор Garmin Montana 650T, который был очень любезно предоставлен нашим партнерам, магазином «Охотник» на Ярославского. И также в дополнение будет у нас программа SAS Planeta на ноутбуке. Вот посмотрите, это наш самодельный стол для ноутбука. Принимаем заказы недорого и очень функционально. Вот в принципе и все. Такая вот конструкция. Сделана вчера ночью минут за 10. Посмотрим, как она пройдет наш тест-драйв. Есть общее. Спорт, АТВ, Прото. Вот они. Это общее, пересекается. Общее и вот. Это не ваше. Вот две ваши. Понятно, да? Должно быть касание одной руки, чтобы четко видно было, что пальцы лежат, рука лежат на точке, вторая на любой части машины. Несъемной. Несъемной, да. Допускается, допускается открытие дверей. Но при том в одном кадре должны быть номер точки и читаемый номер, либо бортовой номер машины, либо государственный регистрационный номер. Время старта было 12 часов. Сейчас с копейками. А? Трех? Ну один он проснулся, сейчас побежал заливаться. Ждем его. Автомобили участников класса «Спорт» были выстроены на старте GPS-ориентирования. Ждали отмашку. Нужно ли говорить, что наш экипаж волновался достаточно сильно, потому что это было первое участие в такого рода соревнованиях. Итак, был дан старт, и все автомобили ринулись в разные стороны. Напоминаю, что в GPS-ориентировании взятие точек может быть произвольным в любом порядке. Да, наглушать, ага. Ехали, думаю, чем пахнет? Трава горит. Думаю, около бензобака-то не очень хорошо, конечно. Бензобак-то у нас вот он. Может, по луже проедемся? Да, по луже проедемся. Где лужи? Итак, немножко светает, уже можно снимать. Мы стали пару с одним из участников на Suzuki Jimny. Вот, ну, сейчас был такой достаточно сложный проезд. Мы двигаемся дальше. Сейчас вы видите взятие той самой точки, на которой мы встретили Suzuki Jimny. После этого было решено идти двумя экипажами, и все пошло гораздо проще и, можно сказать, веселее. Ну, в принципе, очень
хорошая тактика ехать вдвоем. Вдвоем, соответственно, одна машина берет, вторая подстраховывает, затем меняется местами. Таким образом, с взаимопомощью получается более эффективное участие. В принципе, в чемпионатах есть команды, которые, участники, которые именно ездят вдвоем и показывают хорошие результаты. Для тех зрителей, которым не совсем понятно, что происходит на экранах, хотелось бы немножко подробнее рассказать о такой дисциплине, как GPS-ориентирование. Участникам выдается определенное количество точек с координатами. У каждой точки есть свои баллы, своя градация, и экипаж определяет, какие точки целесообразно брать, какие нет. В общем, выбирает маршрут. Когда происходит подъезд к точке, штурман, если необходимо, более оптимальным путем проводит автомобиль до точки. Затем вы видите, как происходит фиксация взятия. Одна рука должна находиться на точке, вторая рука на несъемной части автомобиля. Затем по прибытию в лагерь при финишировании все фотографии сдаются судьям, которые далее уже определяют, насчитывают количество баллов и определяют результаты. Итак, идет этап GPS-ориентирования. Мы обнаружили в правом пыльнике достаточно большую, такую огромную, я бы сказал, ветку, которая порвала нам пыльник. Ну и, соответственно, это очень чревато плохими последствиями для привода. Действительно, порванный пыльник может стать причиной выхода из строя переднего привода, и, соответственно, было под угрозой дальнейшее наше участие в соревнованиях. Мы приняли решение вернуться в лагерь, закончить участие в этапе, и на следующий день нас ожидала починка поломки в полевых условиях. Погода была ужасная, был холодный ветер и шел дождь. Вчера на GPS-ориентировании мы вытащили, не знаю, не соврать, как рыбаки, где-то метровую, наверное, деревяшку прямо из пыльника. Пыльник, соответственно, порван, и дальнейшее продвижение нам будет затруднительно. Поэтому мы сейчас меняем пыльник, а если будет необходимость, то и весь привод, смотря от серьезности нанесенного ущерба. Мы сейчас сняли привод, и подошло время прочистить все и поставить пыльники. Но сейчас возникла такая проблема. У нас есть смазка, но ее хватает только на один пыльник, а там их два. Пойдем искать.
Надо отдать должное, то, что мы искали, мы нашли практически сразу. Вообще хотелось бы отметить помощь автомобилистов, в нашем случае джиперов. Те практические знания, которые мы получили во время подготовки автомобиля, также пригодились в нашем полевом ремонте. Единственное, что на замену пыльника у нас ушло около 3 часов. За это время, даже за меньшее, ребята из класса Proto полностью перебрали, разобрали и починили УАЗовский мост. Но ничего, все приходит, конечно, с опытом. Итак, но пыльник готов, мы готовы к 3-му этапу Trophy Raid. Мы сейчас получили легенду точки координат на Trophy Raid. Это, напомню, это линейный маршрут, и взятие всех точек обязательно. Также есть прохождение на этом этапе, также есть прохождение обязательных отрезков, так называемых коридоров, которые необходимо пройти в обязательном порядке. Сейчас мы направляемся на 50-й километр Дамского тракта, где будет точка старта. Время, отведенное на автомобили нашего класса, на класс Sport, составляет 24 часа. В следующем выпуске, дорогие друзья, смотрите наше участие в 3-м этапе Samurai Trophy. Надо отметить, что именно в этих соревнованиях было большое количество сюрпризов. Спринтерскую трассу вы уже видели. Теперь посмотрите на обязательный стартовый коридор Trophy Raid. Каждый автомобиль должен пройти через этот коридор. И это только старт. Если честно, я думал, что мы на этом старте и останемся. Проехали ли мы этот коридор или нет, смотрите в следующем выпуске продвижения.